Тоже как депутаты работает и несет свою нагрузку. Рекордно короткие сроки с момента закладки первого камня символического до нашего переезда прошло 2 с небольшим. Вот буквально быстро я вам все покажу. Значит, хоть наш музей маленький, но как в самом хорошем и большом музее, все начинается с истории. Вот наша экспозиция открывается репродукцией картины. Вам сказать, что от этого все потихонечку начиналось. Первая витрина. И депутаты избирались от Пермской губернии. Здесь подлинные избирательные записки по нашему списку. Посмотреть, какой был состав депутатов в то время. Здесь написано их сословие. Ну а чтобы вот там, если не... Депутатами от Свердловской области маршал Жуков, академик Курчатов, Павел Петрович Пажев, понятно, он здесь заговорил. Георгиевичность для нашей области в прошлом, губернатор Свердловской области, ныне. Здесь очень много ныне известных региональных и федеральных политиков. Это не Шахрай? Нет, это не Шахрай, огромный период. Ну, у нас веден электронный документооборот, почти, скажем. Но, конечно, все публикации, все материалы, поэтому есть над чем трудиться. Вот то, о чем я вам говорила. Да, да. Но опять-таки это единственный в Российской Федерации такой зал. Ну вот поскольку было принято решение нашего флага, а также номер постановления Геральдического Совета Российской Федерации. Еще добавлю, что на этом этаже расположено здание. Здравствуйте. 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 Ну что мы тогда сейчас сделаем? Фото совместное, да, Анатолий Петрович? Давайте фото сделаем. Начнем наше знакомство с фотографией. Давайте. Можно улыбаться. Можно даже пошире. Да. Так, внимание. Спасибо. Все, получится. Конечно. Если необходимость трансляции, информация, записывается аудио, все моменты, которые есть. Это я так вкратце сказал применить. А в общем-то я, конечно, вас с удовольствием приветствую на нашей уральской земле. Вас увидеть. Я полагаю, что мы обсудим вопросы, которые нас интересуют и вас интересуют, обменяемся мнениями. И для, так сказать, знакомства я бы хотел вам сделать небольшую презентацию Свердловской области, наше экономическое положение, презентацию короткую провести. Свердловская область в последней переписке населения по состоянию на 1 января 2010 года численность населения области составляла 4 миллиона 390 тысяч человек. У нас проживает более 140 народов славянской, тюркской, финно-угорской и других этнических групп. Наиболее крупным национальным общностям на территории области расположено 94 муниципальных образования, среди них 68 городских округов. Екатеринбург является административным центром Свердловской области, 4-й по численности Российской Федерации. Нас опережает Москва, естественно. Разнообразие природных ресурсов Свердловская область представляет собой богатейший район. Вот видите, таблица Менделеева, она практически вся есть наши ископаемые на Среднем Урале. Господин Асанбеков Темирбек и господин Банников Александр Владимирович. И к началу хотела бы последний год, делая анализ за первое полугодие 2012 года, со Свердловской области товарооборот у нас снизился в 2-3 раза. Хотелось бы желать лучшего. Увеличился товарооборот с Челябинской и Тюменскими. Мы успешно представили свой продукт. Я думаю, эта практика она будет дальше применяться. И в областных структурах, предпринимательских объединений, организаций. И я считаю, что такие формы взаимодействия нужно развивать и налаживать конструктивный диалог. В этом форуме приняло участие порядка 20 субъектов. Вот люди выступали, говорили, там, что у них молодежный парламент — это Сахалин, Красноярск, Новосибирск, Ханты-Мансийск,
второму вопросу о работе молодежного правительства Свердловской области. Кристина Субботина. Ну, какую-то такую сухую информацию, наверное, не имеет смысла, поэтому я лишь так подведу некоторые итоги и расскажу о нынешней ситуации. Срок полномочий с первого состава молодежного правительства, это 2010-2012 год, закончен. Итоги по 3 правительства Свердловской области находятся в стадии такого завершающего подписания. И тем не менее, несмотря на то, что молодые министры еще молодежную площадку на проме, уже молодежные министры проводят недублер в своих министерствах, то есть каждый молодежный министр знакомится с министром и выполняет другие поручения в рамках министерства. Я бы хотела сконцентрировать, и в планах на ближайшее будущее, это 20 сегодняшних встреч, по крайней мере, для меня было, наметить какие-то совместные, если не проекты, то точки взаимодействия для того, чтобы мы учитывали при своем планировании. Значит, что касается новой ступени, этого фонд поддержки молодежных проектов Свердловской области был создан для того, чтобы поддерживались проекты не только членов молодежных инициатив, смогли помочь реализовать неограниченную группу молодых людей. Для этого был создан фонд. Что касается непосредственно, к чему мы идем в целом глобально, на мой взгляд, не с точки зрения молодежного правительства, молодежного избиркома, молодежного парламента, а в целом создание Координационного совета при губернаторе Свердловской области по молодежной политике. Этот Координационный совет как раз будет вырабатывать универсальные в течение года. В рамках Координационного совета, помимо молодежных лидеров, будут также попечительский совет из числа бизнеса, чиновников,